Всем мира, друзья! Сегодня мы поговорим об участии татар в военных кампаниях в XIX веке на стороне Российской империи. Алга. Участие татар в военных кампаниях России было обусловлено их сословным статусом и возложенной на них государственной повинностью по исполнению воинской службы. С эпохи Петра I и до 1874 года ясачные податные группы татарского населения исполняли тяжелую рекрутскую повинность. С 1793 года срок службы в армии составлял 25 лет, с 1834 – 20. Рекрутские наборы назначались по мере необходимости. В обычные годы в рекруты набиралось 5-7 человек из 1000. Усиленный набор означал увеличение числа рекрутов до 10 человек. Чрезвычайный – до 70 человек из 1000. Усиленные и чрезвычайные наборы производились накануне и в период военных кампаний. При формировании частей в ряде случаев учитывался конфессиональный фактор. Так, в период Кавказской войны с 1833 стал правилом запрет на распределение рекрутов мусульман в отдельный Кавказский корпус, а осужденных за правонарушение татар из Казанской, Симбирской и Оренбургской губерний вместо ссылки на каторжную работу в Сибирь отправляли в крепостные арестантские роты, находящиеся в Финляндии. До 1834 многих рекрутов мусульман определяли в артиллерийские войска, руководствуясь их татарско-арабской грамотностью. В регулярных войсках нижние чины из татар фактически растворялись в массе русских солдат. Статистические данные военного министерства за 1868-73 годы свидетельствуют о том, что в общей массе рекрутов мусульмане составляли в среднем 2,4% или ежегодно рекрутировалось в среднем по 2600 тысяч человек. В 1869 году среди нижних чинов в сухопутных войсках мусульмане составляли 1,64%, на морском флоте служило 164 тысячи человек, 0,8%. В 1875-93 годах в среднем ежегодно на военную службу привлекалось 8125 татар, что составляло 3,7% от общего числа новобранцев. В 1904 году несли военную службу около 30 тысяч нижних чинов мусульман. Из них более половины служили в западных губерниях. Имелось 45 поселений, в гарнизонах которых служило более 100 нижних чинов мусульман. Это обстоятельство, несомненно, облегчало несение мусульманами службы в русско-христианской среде. Среди мусульман офицерами были в основном представители кавказских народов и литовско-польские татары. В 1869 году мусульмане представляли 1,13% российского офицерского корпуса. В 1904 на службе в российской армии состояло 275 офицеров-мусульман. Участие татар Среднего Поволжья и Приуралия в русско-французской войне 1812-14 годов носило разнообразный и активный характер. Они принимали участие во всех основных сражениях Отечественной войны 1812 года и в заграничных походах 813 и 14 годов. Внесли свой вклад в общероссийскую победу. Самая большая группа татар участвовала в боевых действиях в составе российской регулярной армии в качестве нижних воинских чинов. Татарские земли участвовали в военных конфликтах не только в качестве живой силы для пополнения армии. В Казань из Москвы и Смоленска стекалось большое количество беженцев, достигшее осенью 1812 года 30 тысяч человек. Это больше, чем само население Казани на тот период. Благоустройство беженцев взяли на себя казанские монастыри и простые горожане. Казанский губернатор Мансуров был совершенно прав, написав в одном из отчетов про покинувших родные места людей, что все они нашли в Казани самый радушный прием и совершенное спокойствие. С началом войны начался сбор пожертвований в пользу армии, ополчения и пострадавших от войны. Например, не считая других податей и затрат, уже 15 августа 1812 года башкиры, тептяре и мещеряки пожертвовали в пользу армии 500 тысяч рублей. Это намного больше общей суммы пожертвований, собранной по всей Казанской губернии – 346 тысяч рублей. Много золотых и серебряных украшений было пожертвовано частными лицами.
При этом среди серебряных изделий было много нагрудных украшений татар. Сбор средств на нужды армии носил добровольно обязательный характер. Часть татар принимала участие в боевых действиях в составе регулярных воинских формирований. Полки, состоявшие из сословных групп башкир, мещеряков, тептярей и татар-казаков, действовали против французов в составе нескольких армий – генерала Багратиона, Тармасова, Барклая де Толли. Здесь выделялись три группы воинских формирований: башкиро-мещерякское войско, оренбургское казачье войско, тептярские казачьи полки. На основании предписания от 25 июля 1812 года были сформированы 3-й, 4-й, 5-й башкирские полки. В июле того же года с предложением об организации дополнительных конных полков выступил войсковой атаман оренбургского казачьего войска полковник Углицкий. По его мнению, в Оренбургском крае на 1811 год проживало 129 209 башкир и 19 800 мещеряков, душ мужского пола. Народы эти, кроме содержания кордонной стражи по Оренбургской линии, никаких государственных повинностей не оправляли. Были весьма способны к казачьей службе, могли без отягощения поставить от 10 до 30 и более конных полков. Башкирские и мещерякские полки в 1812-14 годах не имели установленного обмундирования. Воинам разрешалось носить мундир, установленный для казачьих войск. Однако большая часть личного состава носила свою национальную одежду, которая состояла из кафтана и штанов из плотной ткани. Теплой одеждой служили суконные чекмени, шубы, тулупы. Вооружение состояло из пики, сабель произвольного образца, лука и колчана с 20 стрелами. Ружья и пистолеты имелись лишь у небольшого числа башкир и мещеряков. 18 марта 1814 года 4 и 5 башкирский, 1 и 2 тептярские полки в составе российских войск победоносно вступили в Париж. Их заслуги и подвиги были отмечены наградами. Воины этих полков получили серебряные медали за взятие Парижа 19 марта 1814 года и другие знаки отличия. Первый тептярский полк в мае 1814 года поступил под общее командование генерала от кавалерии графа Платова. Выступил в поход из Франции в Россию и в конце года прибыл в Оренбургскую губернию. Командование верно оценило боевой потенциал тептярских полков, имевших большой опыт пограничной службы. Они широко привлекались к охране в дозорах, разъездах. Тептяре одинаково хорошо участвовали в перестрелках и в кавалерийских атаках. Все это раскрыло высокие боевые качества тептярских полков как легкой кавалерии, близкой к конным егерям. Вклад в победу над наполеоновской Францией внесли также 4 конных полка крымских татар: Симферопольский, Перекопский, Евпаторийский и Феодосийский. В 1812 году в составе российской регулярной кавалерии действовал татарский Уланский полк, который был сформирован из польско-литовских мусульман. С 1807 года назывался Уланским. Встреча татарского Уланского полка с основными силами Наполеона произошла в Минской губернии, близ местечка Березино, во время переправы французов через Березину. Легкие и неуловимые уланы татарского полка наносили кинжальные удары по флангам противникам и тут же откатывались назад. Татарский Уланский полк участвовал и в заграничных походах русской армии, находился в авангарде правой колонны русских войск под командованием генерала-адъютанта Виценгероде. Боевой путь полка проходил через город Калиш-Бауцен. Подвиги татарских солдат в войне против наполеоновской Франции запечатлены в татарских народных песнях «Любизар» и «Голубец-молодец». Вклад татар Урала-Волжского региона в победу русской армии также запечатлен в баитах, например, таких как баит о русско-французской войне. Эти баиты пронизаны идеями патриотизма. Вот отрывок одного из баита, и это подстрочный период. Французы вступили в город Москва. После подхода наших войск они отступили в степь. Французские кони не слушаются своих хозяев. Башкиры и тептяре бьют французов. Шляпа Наполеона была окровавлена. Когда мы вернулись домой, вся страна ликовала.
В последующие десятилетия военное командование использовало национальные и регулярные части при проведении военных и карательных кампаний. Несколько полков башкир-мещеряков принимали участие в русско-турецкой войне 1828-29 годов. В 1830 году второй Тептярский казачий полк был направлен на подавление восстаний в Польше, а также нес караульную и полицейскую службу на территории Виленской и Минской губерний. Реорганизованные тептярские полки, первый Оренбургский регулярный казачий полк и Уфимский регулярный казачий полк в 1840-42 годах участвовали в казахской степи в боях с повстанческими отрядами Кенесары Касымова и Исета Кутибарова. О восстании казахского хана Кенесары мы говорили в предыдущем выпуске. 14 ноября 1839 по 22 февраля 40 дивизион полка участвовал в Хивинском походе. В 1843 подавлял волнение крестьян в Троицком уезде Оренбургской губернии. Силами казаков, башкир и мещеряков власти в 1825-40 годах организовали 15 карательных походов на казахскую степь. В первой половине XIX века регулярные войска привлекались для подавления в Приуралье выступлений народных масс. Они также несли охрану на Макарьевской и Нижегородской ярмарках. В период Крымской войны 1853-56 годов из Казанской губернии ежегодно забирали 1% мужчин призывного возраста. К военным действиям часто привлекали лиц мусульманского духовенства. Полковым муллам, особенно в период военных кампаний России против мусульманских государств, приходилось вести активную агитаторскую работу, ломать представления о братстве всех мусульман мира, хотя об этом прямо сказано в Священном Коране, и напоминать о клятве верности российскому монарху и отечеству. В частности, во время Хивинского похода 1839 года и военной экспедиции против Каканского государства 1853 в составе кавалерийских регулярных войск мусульман находилось около 10 мулл. После подавления польского восстания 1864 года в Варшаве служило 300 нижних чинов мусульман, которые избрали общественного муллу и муэдзина. По просьбе участников военных кампаний 1863 года при штабе войск царства польского в 1865 году была введена должность военного муллы. После русско-турецкой войны 1877-78 годов участник военной кампании Куропаткин писал о солдатах неправославного вероисповедания следующее: «И татары, и евреи умели и будут впредь уметь так же геройски драться и умирать, как все прочие русские солдаты». Таким образом, татарские военнослужащие, оставаясь верными своей клятве, вносили посильный вклад в победы российской армии, участвовали практически во всех военных кампаниях. Армейский опыт службы давал им преимущество в гражданской жизни. Бывшие нижние чины хорошо знали русский язык, часть русскую грамоту, поэтому, как правило, успешно трудоустраивались, а некоторые даже становились торговцами. Друзья, как всегда, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях свои отзывы и мнения о наших выпусках. Ассаламу алейкум, саубалах, и до новых встреч. С вами был Ренат Хавибуллин и Татары сквозь время. Пока.